Это меня привело не к хорошему. Я понимаю, есть у каждого эмоции, нервы, все равно к хорошему это не приведет, как и меня не привело. Лучше стараться избегать этих комментариев, этих видео. Границу дозволенного обозначить самостоятельно Ислам Арапиев не смог. И теперь ему грозит реальный срок за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в социальных сетях. О том, что его высказывания могут оскорбить чувства людей другой национальности и вероисповедания, тем более подтолкнуть к применению насилия, просто не подумал, рассказывает Ислам. Говорит, поддался на провокацию, увидел сомнительный пост в интернете, решил высказаться в той же форме. Впредь буду себя сдерживать, не буду вестись на эти провокационные видео, комментарии. Это с самого начала для того, чтобы провоцировать тебя, чтобы ты написал что-то, не знаю, или в адрес кого-то, и им за это ничего не будет. А вот потом тебе отвечать за то, что ты сказал или написал. Является ли высказывание экстремистским или нет, определяет суд. Эксперт дает лингвистическую и психологическую оценку материалов. В семье Магомедов происходящее поверить не могут до сих пор. Родители всегда старались воспитывать детей толерантными в духе традиционного ислама. До сих пор в шоке. Вроде бы и строгости, все было. Но сейчас компьютерный век, за этим телефоном не смотришь. Так, я за ним контроль держал, и держу по сегодняшний. Я даже не могу понять, как это. Но я убежден в том, что он несознательно это сделал, и в том, что кто-то ему надул или что-то, чтобы в этом доме что-то. Соседи удивляются, по сегодня приходят удивляться, как это твои сыновья могли вот такую. Я даже не знаю, слов нет. Единственное обращение к соседям, другим людям, чтобы контролировали своих детей. Единственная просьба, бывают случаи такие, на урок, конечно. Естественно, не углядела. Экстремистские материалы нацелены на возбуждение социальной, расовой, национальной, религиозной розни. Они подразумевают призывы к убийству, избиению, а также выселению представителей определенной группы лиц. Доходит до унизительного сравнения с животными, высмеивания значимых исторических событий, национальных и религиозных святынь. Будет ли человек продвигать свои взгляды в интернете, распространяя листовки или просто декларируя идеи в очереди за хлебом, неважно, поскольку сделано это публично. Уголовный кодекс предусматривает наказание для каждого из таких случаев, что уже уяснил на своем примере Ислам Арапиев. В своем проступке он уже раскаялся и сейчас призывает молодое поколение не поддаваться на провокации и избегать любого проявления экстремизма. Экстремизм я отношусь к нему очень негативно, потому что высказывание в соцсетях это может быть очень опасно, потому что то, что вы можете, например, пошутить в соцсетях, это может являться для кого-то очень большой обидой или даже может возникнуть конфликт. Сначала надо думать то, что вы пишете, и понимать то, что для кого-то это может восприняться всерьез. Может возникнуть даже в какой-то международный конфликт или даже угроза жизни может возникнуть. Эти террористы специально делают посты, и нельзя попадаться в их уловки, особенно молодым, потому что они оказывают на них большое влияние, и поэтому нельзя поддаваться их уловкам. Ответственность за большинство преступлений в сети наступает с 16 лет, а значит, к публикациям нужно осознанно относиться даже в юном возрасте. Очень много в социальных сетях сегодня размещается информации, которая очень близка, либо вызывает боль у нашей молодежи, и они сгоряча высказываются, именно дают комментарии экстремистского толкования. Хотел бы обратить внимание, чтобы они более внимательно относились и всегда думали о том, что они пишут. Дело в том, что нами проводится очень много встреч с молодежью, это и в школах, и в учебных заведениях, где мы разъясняем законодательство, которое на сегодняшний день существует. И стараемся, чтобы молодежь понимала то, чем они занимаются. К сожалению, на сегодняшний день в социальных сетях очень много работает вербовщиков, которые пытаются сбить с пути мира и созидания нашу молодежь. Религиозные деятели продолжают неустанно повторять: ислам ничего общего с экстремизмом и террором не имеют. Альхамдулиллахи раббил алямин, ва салату ва саламу аля сайидиль мурсалин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ислам ни в коем случае не приемлет ни экстремизм, ни терроризм, который вытекает из экстремизма, ни проявление крайнего фанатизма. Ни в коем случае.
так как есть множество аятов, хадиса пророка, алейхиссалату вассалам, которые осуждают проявление любой радикальности. Если взять хотя бы элементарно один хадис пророка, алейхиссалату вассалам, в котором он говорит: «Лейса минна ман даа иля аль-асабия», не из нас тот, не является последователем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, или последователем уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, тот, кто призывает к фанатизму, к радикализму. Это проявление крайности в любом случае. И проявление крайности, в каком виде это ни было, это осуждается. Вы можете не писать в чей-то адрес в интернете. Достаточно репоста или даже лайка. Специальные службы мониторят социальные сети, выявляют провоцирующие материалы, отслеживают конкретных пользователей. Об этом должен помнить каждый перед тем, как что-то постить. Амина Бокова, Муслим Ганиев, Магомед Дидигов. Новости 24.